Депутаты угрожают Лакшми Митталу. Гражданство не будут давать без знания казахского. Предвыборные дебаты и продолжение сериала «Перекресток». Привет, это Айран, обзор за неделю. Меня зовут Адель Розалинова. Вы пока подпишитесь, а я расскажу, что это было. В правительстве разбирают причины трагедии в Карагандинской области. На шахте имени Ленина компания ArcelorMittal Темиртау погибли 5 человек. Еще 4 рабочих попали в больницу. Авария произошла во время бурения скважин, случился выброс метана. Полиция возбудила уголовное дело, МЧС остановила работу всех шахт предприятия и фактически выступила с обвинениями в адрес руководства компании. Спасатели заявили, что за 25 лет в ArcelorMittal ни разу не проводили дегазацию и вообще предприятия стали реже проверять. Государственных инспекторов просто не пускают на объекты. В итоге печальная статистика по смертности. За последние 18 лет на шахтах Арселора погибло больше 120 человек. Первые аварии, которые произошли, 78-й 4 погибших, 85-й 2, 95-й 2, травмированных 13 погибших, 98-й 1 погибший, 99-й 3 погибших, 2 травмированных. Самая большая трагедия, как я говорил, неправильно даты назвал, 2006 год, 41 погибший. Это только по одной шахте. Последняя крупная авария произошла ровно год назад на другой шахте, Абайской. Там погибли 6 человек. Правительство тогда признало вину работодателя на 100%. Шахтеры выдвинули целый список требований по улучшению условий труда. А главный спасатель Юрий Ильин даже грозил крупному предприятию полной остановкой. Но иностранных владельцев металлургического гиганта к ответственности не привлекли. Карметкомбинат и шахты региона принадлежат индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, который купил их на закрытом тендере по приватизации еще в 90-е. За что руководство старого Казахстана не раз критиковали. Депутаты на этой неделе потребовали привлечь к ответственности владельцев Арселора, запретить топ-менеджерам выезд из Казахстана, хотя сам Миттал живет, конечно, не в нашей стране. А еще мажилисмены намекнули правительству, что пора бы попрощаться с таким инвестором. Все эти годы Миттал только выкачивает прибыль, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Нарушает инвестобязательства по долгосрочному развитию предприятий, игнорируя интересы государства. В любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно стало бы законным основанием для решительных действий вплоть до расторжения договора. Решительных действий обещает президент. Касым-Жомарт Токаев заявил, что после трагедии на шахте должны принять жесткие меры. Но о национализации предприятия, кажется, речь пока не идет. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточно ли инвестиций собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Руководство компании ответило на критику Токаева. Правда, к СМИ генеральный директор казахстанского Арселора Биджунаир вышел спустя 5 дней после трагедии. Он заявил, что на предприятии проведут независимый аудит. Недопуск проверяющих объяснил небезопасностью производства, мол, зачем казахстанским чиновникам рисковать жизнью. А среди причин взрыва на шахте имени Ленина внезапно назвал коронавирус. К сожалению, мы фиксируем увеличение несчастных случаев после мировой эпидемии коронавирусной инфекции. Я чувствую свою ответственность за случившееся в Казахстане. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность на шахтах. И еще о безопасности, только уже на дорогах. Страшная авария с участием автобусов произошла в Алматы. Машины столкнулись на оживленном перекрестке, в результате пострадали 19 человек. Погиб пешеход. Судя по кадрам с камер наблюдения, один из автобусов проскочил на мигающий зеленый сигнал светофора, второй врезался ему в бок. Обе машины отбросило на тротуар, где стояли люди. Они попали под колеса. Вот моргает зеленый, 98-й продолжает ехать. Красный. И вот 201-й бьет его. Человек выпал, по нему проехали и ушел в деревья. Выбраться из искореженного транспорта пассажирам помогали прохожие. Многим понадобилась медицинская помощь. В итоге госпитализировали 9 человек. Среди них и вероятный виновник аварии, 35-летний водитель автобуса, который пытался проскочить перекресток. В автопарке заявили, что мужчина не может вспомнить подробности ДТП, у него потеря памяти.
Проблему с алматинскими автобусами на днях поднимал аким города. Оказалось, что Ербулат Досаев пытался сам прокатиться на общественном транспорте. Говорит, простоял на остановке полчаса и удивился, что городу, оказывается, не хватает автобусов. Я лично прождал 33 минуты. 32-й маршрут, потому что 4 автобуса не вышли на маршрут. У нас нету запаса, оказывается. Поэтому мы вот собираемся в следующем году, начнем в этом году, купим 300 дополнительных новых автобусов для города и 100 троллейбусов для того, чтобы как-то решить проблему и снизить или сократить интервалы движения. Но пока сократить интервал движения пытаются сами водители. Может, от них этого требует руководство? Поэтому и устраивают гонки. Кстати, о культуре вождения, смертности на дорогах журналисты Айрана поговорили с автоэкспертом Алексеем Алексеевым. Ссылка на интервью на экране и в описании под этим видео. Ну а после критики Досаева в Казахстане пересчитали все автобусы. Оказалось, что не хватает транспорта не только в Алматы. В Туркестанской области, например, на 615 жителей приходится 1 автобус, и тот старый. Вообще треть автопарка Казахстана из прошлого века. В столице скоро начнется главный процесс этого года. Генпрокуратура передала в суд дело бывшего председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их арестовали после январских беспорядков. Масимова и его зама Ануара Садыкулова обвиняют в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и превышения должностных полномочий. Почти такой же набор, за исключением госизмены, у другого зампреда Даулета Ергожина. Коррупционная статья в деле Масимова появилась в марте. Тогда в КНБ заявили, что их бывший шеф подозревается в получении взятки в размере $2 миллионов от неких иностранцев. Деньги эти нашли в Гонконге и уже вернули в Казахстан. Еще $17 миллионов наличными обнаружили в гостевом доме Масимова. Тогда были опубликованы фотографии роскошной жизни бывшего главы КНБ. На снимках дорогие автомобили, элитные часы, антиквариат. На 4 квартиры, особняк и земельный участок в Боровом наложили арест. Больше никаких подробностей прокуратура не сообщала, и вряд ли это сделает суд, ведь дело КНБшников будут рассматривать в закрытом режиме, ему присвоен гриф «совершенно секретно». Пока мало информации и по другим судебным процессам, например, над бывшим министром обороны Муратом Бектановым. Его обвиняют в бездействии на службе. Скудные данные и по расследованию пыток задержанных. В суд направлено 2 уголовных дела в отношении 8 сотрудников органов полиции по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкурган и Алматы. Всего подозреваемыми признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов. Чем охотно делятся прокуроры, так это цифрами. После январских событий завели больше 5000 уголовных дел. Задержали 1612 человек. Правда, 1500 отпустят по амнистии. Но до сих пор не нашли похищенное оружие. 2026 пистолетов, ружей и автоматов куда-то пропали. В Казахстане ужесточат требования для получения гражданства. Синий паспорт не смогут получить люди, не владеющие казахским языком. Поправки в закон разрабатывает правительство. В будущем незнание языка может стать основанием для отказа в получении паспорта. Кроме этого, новый гражданин должен будет также знать историю Казахстана и основы законодательства. Будут ли устраивать экзамены для мигрантов, пока непонятно. Но эта новость вызвала волну одобрения в соцсетях. И что до мигрантов, то им государство готово предоставить бесплатные курсы по изучению языка, традиций и культуры Казахстана. И некоторым они бы не помешали. На неделе произошел очередной скандал с приехавшим россиянином. Московского блогера, бежавшего в Алматы от мобилизации, наказали за грубое нарушение ПДД. Все началось с короткого ролика. Парень припарковал машину в неположенном месте, а когда вернулся, не обнаружил госномера. В общем, вот такая вот ситуация случилась. Ставил машину, здесь, оказывается, был знак. Нам сняли номера, и вот эту вот тему дали. В Москве такого абсолютно вообще нигде нету. Удивленный блогер, видимо, вызвал полицию, решил проблему и записал еще одно видео. В итоге порешали. Номера на месте, на базе. Сейчас будем их ставить. Вот. И, короче, вывод. Договориться можно везде и всегда. И этот ролик задел уже не только простых казахстанцев, но и самих полицейских. Оказалось, что Саня, так зовут парня, не первый раз нарушает в Алматы правила дорожного движения. Сань, как в Казахстане правильно ездить? Ну, вот как я делаю. Когда у тебя LX. Так же делаю, да?
В итоге москвичу на «Лексусе» выписали сразу 3 штрафа за несоблюдение дорожных знаков, обгон по встречке и разговоры по телефону во время вождения. Пообещали полицейские проверить и своих сотрудников, которые якобы вернули блогеру номера за рахмет. В Казахстане продолжают кипеть предвыборные страсти. Кандидаты соревнуются в красноречии и борются, кажется, за титул самого скандального. Опять отличился Жигули Дайрабаев. Он записал эмоциональное видеообращение на фоне фотообоев в адрес известного общественного деятеля Мухтара Тайжана. Назвал его популистом и вновь по-пацански предложил выйти поговорить. Мухтар, айналайын, сен мен сөйлесіп, пікірталастырып жүрген азаматсың. Соншалықты енді сенде ұят қайда өзің? Адамгершілік бар ма? Үлкенді сыйла мынау. Сен мені өндір аға деп жүрген адамсың ғой. Не сенің ішің жарылып, мен мына президентке кандидатқа түскенге жаның шығып бара жатыр ма? Пысық болсаң, ақылды болсаң, данышпан болсаң, өзің алып түспедің. Қандай түсініксіз сұрағың бар? Кел маған жолық. Разозлили кандидата, вероятно, высказывания Тайжана по поводу имени «Жигули». Хотя было это еще месяц назад, но отмалчиваться Тайжан не стал и вызвал Жигули Дайрабаева на дебаты. А вот другой претендент на главный пост, Мейрам Кажикен, предложил отменить в Казахстане должность премьер-министра. Он считает, что президент и сам совсем справится. Надо сокращать звенья. Я не вижу смысла в функции премьер-министра. Есть президент, он берет на себя ответственность и обязательство решить какие-то вопросы по социалке, образованию, здравоохранению. Он и должен это исполнять. Плюс он сам должен сидеть над законами с министрами, с акимами разбираться, с депутатами выяснять. Премьер не нужен. Достаточно кабинета министров. Вопрос, конечно, спорный, но и у кандидатов еще будет возможность подискутировать. И судя по их резким заявлениям в соцсетях, телевизионные дебаты могут быть интересными. Не зря же на их проведение выделили 63 миллиона тенге. Вот только действующий глава государства спорить на ТВ не пойдет. Токаева на дебатах будет представлять Ерлан Кошанов, глава его предвыборного штаба, он же спикер Мажилиса и председатель партии Аманат. И напоследок новость для тех, кому за 30. В Казахстане решили снять продолжение сериала «Перекресток», который показывали по Хабару в конце 90-х. Это первая мыльная опера отечественного производства, хотя для ее создания привлекали иностранцев. Это же наш с тобой перекресток. Слышишь, оставь меня там, оставь меня там, оставь меня там. Современный «Перекресток» будет полнометражным фильмом. Как заявил продюсер Александр Шухов, он планирует снять остросюжетную драму, где будет много любви и разных эмоций. Показ сериала «Перекресток» прервали в 2000 году, и у зрителя было ощущение недосказанности, говорят авторы. Новая картина должна рассказать, как сложилась судьба героев. Тем более, что большинство актеров согласились сниматься в продолжении истории. Шухов отметил, что за 25 лет сменилось целое поколение казахстанцев, и сейчас, цитата, «Страна нуждается в отечественных ролевых моделях и носителях культурного кода». Остается добавить, что сам Шухов много лет не жил в Казахстане, а до этого был одним из медиа-менеджеров покойного Рахата Алиева. И вот теперь он будет подбирать культурный код казахстанцев. Это Айран. Переходите по ссылке на экране. У нас на канале для вас много интересных интервью и репортажей. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик.